Так, друзья, проверка записи. Камера GoPro Hero 4. Подарок Наталье Вадима Перец. Если бы вы мне не подарили эту камеру, то сейчас я бы не смог снять проверку продольников. А так мы попробуем. Да, батарейка садится быстро, но у меня их 8 штук. Я заказывал на Алиэкспрессе. Будем менять, будем ставить, будем снимать, чтобы самому потом посмотреть. Ну и, конечно, чтобы показать вам. Поехали. Так, вот, друзья, у нас первый продольник. Вчера мы не проверяли. Вчера было 9 мая. Позавчера было 9 мая. Вчера было уже 10. 9 мы проверили, да, утром. Сегодня 11 мая. Не проверяли 2 дня. Если что-то осталось, попадаться-то точно попадало. Я даже не сомневаюсь, но если не сорвалось за 2 дня и что-то осталось, это будет, ну, не то чтобы чудом. В общем, смотрим, не будем ничего загадывать. Смотрим в надежде. Так, и наша надежда. Вот она, наша надежда. Наша надежда, раз, язёк. Вон, второй идет. Два язёк. Там еще что-то есть, друзья. Так, это уже хорошо. Сейчас отцепим сначала этих, чтобы не запутали. Так, этот не крупный, этот подъязок. А вот этот красавец. Но он уже сошел с очке. 2. И там еще что-то есть. Дергает. Вот он там. Где-то на последнем крючке. Вот он идет. Идет язёк. Сачок. Раз, и ты наш. И еще один там ёршик окочурился уже. Стоп, друзья, еще один там есть. Так, это у нас 3. Ладно, пока оставляем. Ладно, попробуем без очка. Получилось. 4. Заглотили до кишков и не сорвались. 4 язя. Ну что, отлично. Первый продольник порадовал. 4 язя и 1 ёрш. Супер, Енцкадан. Ну вот, надеюсь, GoPro 4 сняла все это. Потом посмотрим, как и что. Как-то я пробовал. Звук, конечно, слабоват здесь, но что теперь? Пока придется как-то вот так. Все, а дальше все как обычно. Наживляем, отпускаем, едем к следующему. Так. Что, поехали дальше. Первый продольник нас обрадовал. Смотрим, что он даст второй. В общем, друзья, я заметил, что на этом месте ловится лучше, чем на нижнем месте, чем на первом. Если сегодня опять будет так, то, пожалуй, я снизу перенесу те 6 продольников сюда, чтобы не мотаться туда-сюда. Так, что мы видим? Мы видим ерша, мы видим подъязка. Отцепляем ерша, подъязку даем шанс уйти. Тихо, вон какой здоровый ёж. Он просто супер. Ну, ушел, не ушел. Не ушел, значит, пойдешь на консервы. Язя на печоре валом. Ясь хищник. Так что без никакого сожаления забираем язя
на консервы. Язя год от года, с каждым годом все больше и больше. Сига хариуса с каждым годом все меньше и меньше. Так что надо как-то выравнивать ситуацию. Язя ловят все. Язя ловят сетями, неводом, вентилями, на продольнике, на удочку, на спиннинг. Ловят его тоннами, а его с каждым годом все больше и больше. С одной стороны, это, конечно, хорошо, когда рыбы много, но если бы не пропадала хорошая, благородная рыба, то бишь харю, сиг, она как саранча, получается, поедает всю молодь, что там трещит в кустах. Опять бобер там хулиганит, блин. Тоже развелось этих грызунов, блин. Везде плотины строят. Рыбе не пройти, не проехать по лесным речкам. Те же еще редкостные вредители, блин. Так, ну что у нас? 2 ерша и подъяз. Ну не пусто, и то хорошо. Остальные сошли. За такое время неудивительно. Поехали дальше. Вода у нас пошла потихонечку на прибыль. Ну, очень потихоньку. Не знаю, даст, не даст большую воду. Но по сравнению с прошлым годом это вообще ни о чем. Кого-то где-то топит. А у нас в этом году даже утки сесть на лугах некуда. Такая маленькая вода. Так, ну что, небольшая натяжечка есть. Скорее всего, это язёк. Так и есть, да, вот идет на последнем крючке. Идет бычок, качается. Ладно, дадим тебе шанс уйти. Не ушел. Значит, ты наш. А мог уйти. А так. +1. Энскаден. Так, поехали дальше. Что у нас там? Ну, дно ведра почти уже закрылось. Это очень хорошо. Так, там не запрыскало случайно. Так, что за фигня? Засыпалось, что ли, или что это? Зацепа в кусты? Ять. Прямо здесь. Так, язя мы взяли. Зацеп куда-то, друзья, зацеп. Зацеп. Так, один есть. О, сошел с очке. Значит, недолго ему оставалось. Хороший язёк. Так, что у нас? Там куст или что там, я не знаю. Скорее всего, куст. Ой, поймал бы этот куст мою гопроху. Опа, нет. Гопроха, скорее всего, ниже была. И все. Так бы зацепилась гопроха за куст какой-нибудь. Вода бы упала, я бы нашел. Но это точно будет найти иголку в стоге сена. Без металлодетектора. Но надежда есть. Если где-то в кустах она застряла. Правда, навряд ли она будет работать, скорее всего. Когда еще вода упадет? Через месяц? Месяц в воде лежать? Навряд ли.
Ну что, поехали дальше. Улов потихоньку растет. Я как бы даже без особой надежды. 2 дня прошло все-таки. Есть такая рыба, что продольники надо проверять часто. Минимум 2 раза в день. А еще лучше 3 раза в день. Так, натяжка есть. Что-то там есть. Что-то там есть. А, ничего там нет. Там есть и ёрш, и куча мусора. Ну, не пусто, друзья. Вон сопливчик попал. Сопливчик. Нет, есть, друзья, есть, все-таки есть язь. И опять на последнем крючке. Вот он идет. Сейчас мы его с очком. Раз. И на матрас. И в кузовок. Иди сюда. Красавчик мой. Вот так он попался за нижнюю губу. И остался. А так бы вот попался куда-то, скажем, сюда. Или сюда. Подергался и убежал бы. Ну смотри. Пока все неплохо. В каждом продольнике. О, и дно ведра уже закрыто. Забыл в шалаше поджопник. Сижу на спасалке. И ни одной утки не пролетит. 2 утки пролетел вот за проверку. И все. Я так думаю, утки уже не будет. Пропала вся надежда, но мы до конца недели, раз приехали, здесь побудем. Ромка, может, поедет домой, отвезет рыбу, чтобы не испортилась, потому что на улице тепло. Рыбу надо чистить, рыбу надо солить, рыбу надо в ледник, разделываться, что на жарку ребра вырезать, на фарш перекрутить. Язя многие недолюбливают, а это потому, что им лень заморачиваться насчет переработки. Работы очень много, когда перерабатываешь язя. Ну, зато оно того стоит. С одного язя, я вам повторюсь, уже говорил не раз, можно приготовить очень и очень много блюд. И очень, к тому же, вкусных блюд. Так что язь у нас далеко не сорная рыба, язь у нас вкусняшка. Здесь камушки. Перекатик. Ну давай, Харюса. Харюса килограммового. Опа. Не знаю, как Харюс, но язёк хороший. Опа. Как так-то? Раз язь. О, за ним какой хороший зацеп. Ёшкин кот. Зацеп. Двух язей мы взяли. И там зацеп какой-то. Жесткий зацеп. О, коряга и язь там. По-любому сойдет сейчас. Какие язи-то хорошие. Так, ну что, попытаемся. Ёшкин кот. Еще там, еще там.
Вон вместе с корягой идет. Так. Ну, значит, ты был мой. Вон, леска хорошая. Оторвали вместе с корнем целый куст. Это язь вот запутал вокруг куста. Он такой красавец, язь. Запутал. Он несколько раз обмотал вокруг куста. Ёршик еще здесь. И если была бы леска тонкая, она бы просто оборвалась и все. А так мы вытащили, выдернули с корнями этот куст. Он и все получилось. Вон такой вот корень. Так что если будете ловить на продольники, весной особенно, по большой воде, не жалейте. То есть не скупитесь на толщину лески, вот так вот я скажу. Вот тут вот у меня она 0,9, наверное, основание. Ну и поводки где-то 0,5, не меньше. Вот здесь 0,4. Ну, главное, выдержала. Как-то вот так. Ну что, отлично. 3 язя, вот таких вот красавца. Вот таких вот красавцев. Мы даже одного не отцепили до сих пор. Вот таких вот красавцы, я сказал. Так. Что? Есть, нет? Что-то... И окунь, что ли, был? Точно, друзья. Окунь попадал. Первый окунь в этом сезоне. Здравствуй, полосатый друг. За 2 дня он уже успел окочуриться, но съел 2 крючка. Обжора-то, однако, обжора, вон, раз крючок и 2 крючок. Съел 2 червяка. Он нерестится уже походу. Нормальный. Пойдешь к коту, белый тебя тоже любит. Сейчас приехали, белому дали сразу подъязка. Умел, даже не поморщился. Целого язя съел. Он уже знает звук моей машины. Услышит, даже если где-то на гулянке. Сразу прибегает, начинает тереться об ведро. Мурлычет, знает, что хозяин рыбы привез. И попробуйте ему не дать. Насчет прямого эфира хочу сказать пару слов. Вот делал 2 раза прямой эфир. Это первый раз тот день, когда я утопил экшн-камеру. А второй раз, ну, тогда посмотрел, вроде бы пробный был эфир. Посмотрел, вроде бы так, ничего, нормально. Можно смотреть. И забацал прямой эфир, всю проверку. Но когда я сам посмотрел его, во-первых, много комментариев, что у меня телефон Г, потом что, ну, все такое. Скажу я вам так, хоть и вот вышка в 10 километрах отсюда, видать ее, на этой вышке не 3G, не 4G, а
просто H+, и не больше. И она выдает. Я не знаю, если рядом с вышкой находиться, может быть, будет что-то более-менее получше. А так, я посмотрел, качество действительно желает лучшего. И все, на этом эксперименты решил закончить. Проведем как-нибудь прямой эфир рядом с поселком. Там интернет получше, там 3G, 4G, МТС, Теле2. Здесь у нас только МТС. И как-нибудь забацаем там рыбалочку в прямом эфире. Качество, я так думаю, будет на высоте. А пока так. Будем снимать, будем скидывать в компьютер. Будет время, будем монтировать, выкладывать. И, конечно же, это будет все с большим опозданием. Потому что я неделями нахожусь на реке, на лугах, в палатке. И здесь никакой, совершенно никакой возможности нет работать на канале. Очень редко где-нибудь, когда в шалаше сижу, вот отвечаю на комментарии. И то очень долго грузится. Очень быстро съедает емкость аккумулятора на телефоне. В общем, неблагородное это дело. Без интернета работать на ютубе. Так, ну мы отошли от темы. У нас улов потихонечку растет. Вон, отличный ази. И это радует. Хотелось бы, конечно, хорюска на малосолочку, но пока что-то не видать. Пружинка. Что нам скажет пружинка? А пружинка нам говорит, что тут что-то есть. Есть ёршик, который уже окочурился. И что-то есть там хорошенькое. Еще ёршик. А где я? Вот он, вижу. Вижу. Ух ты, бляха. Ух ты, вот какой он шустрый. От сачка, видишь, гасится как начал. Попрыгай. Потанцуй. Танцор диска. Так. Это понятно все с вами. Это тоже понятно все с вами. Два ерша. О, все. Сошел. Еще бы пару раз дернулся так. И все, кранты. Он бы ушел. Но он был 100% мой. Так что не судьба ему было уйти. А судьба вот так вот. Оказаться в моем кузовке. Видно, не судьба. Ну, вот Янскадан потихонечку растет. Сегодня хоть погода по-божески. Ни ветра, ни дождя. Красота. Ну, уже не жарко, я скажу вам так. Так что не зря оделся. А то вообще хотел утром, так, была летняя погода. Чуть раздетый, в тапочках не выехал. Так, а тут что-то одного продольника мне не хватает, что ли? Что-то расстояние большое. Ух ты. А коряга опять попала сюда. Второй раз уже. Так бы GoPro моя попала. Как это коряга.
Так, ну чё? А здесь походу ёршик есть. А нет, это не ёрш. Это подъязок. Ну что, друг, даю тебе шанс, которым ты не воспользовался. Кузовок. Ерши все подохли, потому что еж заглатывает глубоко. Пойдут. Братья мои меньшие тоже рыбу очень любят, так что я не заморачиваюсь. Рыбу кушаем мы все. А тут веревочка-то короткая. Запас сантиметров 15, не больше. Надо бы добавить. Если вода резко скаканет, бульк. И пока вода не упадет, потеряется. Ох, кто-то дергает. Хорошо, кто-то дергает. Кто-то рядом, кто-то рядом, кто-то рядом. Вот он, 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 вот он. И там за ним сразу второй. Еще больше. Красавелла. Красавелла. Что-то тяжело идет. Так, второго взяли. За ним третий сразу, друзья. Опа, третий ушел. За ним четвертый. Сейчас этого цеплю. Третий у нас ушел. Третий у нас ушел. Четвертый. Четвертый на месте. Четвертый тоже ушел. Ну, в сачке. И все. Четыре озя было. И ёршик. Троих взял, одному посчастливилось убежать. Ну вот, Инскаден. Вот такой вот. Этот вообще красавелла. Испачкал хвостик. Вот такой вот красавелла. Вот Инскаден. Я думал, что все ози посрывались, а тут вон почти полведерочка уже наловил. А у меня еще есть один продольник на верхнем участке. Потом посмотрим нижний еще. Нижний там надо переставлять 100%. Посмотрим, конечно, но ладно, не будем загадывать. Может там так запуталось. Ладно. А вот он, вот оно, вот оно, вот оно. Дальше все как обычно. Насаживаем целого червя. Я вот так вот обычно немножко отступаю, чтобы он там шевелился. И вот так вот хвостик, чтобы он шевелился. И одного вполне достаточно. Если крючок крупный, черви маленькие, то двоих. И никакого пучка. Разницы нет, что пучок, что один червячок. Клюет также. Вон, как мы видим, бутылки уже тонут. Вода прибывает и запаса вообще нет. Надо срочно что-то предпринять. Попробую переставить ближе к берегу. Так, что, натяжка что ли есть? Да ладно. Неужели? А, нет. Нет, что-то есть. Что-то небольшое есть. Ёрш дохлый.
Но это не он. Вот он, язь. Вот он, язек. Один остался. Не знаю, дойдет, не дойдет. Попробуем. Есть. А, там еще есть. Там еще есть. Вроде бы. Или нету. Сейчас посмотрим. Сначала этого отцепим. Так. Нет. Скорее всего нету ничего там. Ёршик. Ёршик. 2 ерша и язь. Ну что, неплохо. Неплохо. Так, а эта бутылка у нас уже совсем почти утонула. Но почти не считается. Еще бы пару часов, и мы бы ее уже не достали. А так вон я переставил ближе к берегу и тоже утонула. В общем, надо добавлять веревку. Или менять место. Глубина здесь получается больше 4 метров. Больше 5 даже. Потому что у меня веревки около 5 метров в среднем. Слишком длинные, тоже неудобно с ними возиться. Да и продольники на такой глубине нечего ставить. Смысла нет. Все понятно с этим местом. Здесь, кроме грязи, рыба не идет. Никто ерша не съел моего. Пусто. Да ладно. Что-то есть, что ли? Что-то дергает, друзья. Вот он, язь. Не знаю, дойдет, не дойдет. Но это второй язь на этом участке. Дошел. Все. И там еще окунь. Второй окунь. Один был наверху, один здесь. Это что говорит, скоро лето, что ли, уже? Обычно по большой воде окунь не попадает. Он попадает ближе к лету. А тут, нате, пожалуйста. Уже окуня пошли. Вот те нате. Вот это да. Ну что, окунь так окунь. Окунь это тоже хорошо. Скоро мы будем коптить рыбу. И копченый окушок. Очень вкусный наш дружок. Вот он уже окочурился, правда. Если что, белый снямкает его. И спасибо скажет. Вот такой вот окушок. А тут вот все пустые были. Ну, червей тоже не было. Так что есть вариант, что рыба была и сошла. Но очень много грязи. Вон, как вы видите, полная лодка грязи уже. И остался у нас один продольник. Ух ты! Ух ты, ух ты, ух ты! Чуть весло Серега не утопил. Так,
крайний продольник, друзья. На нижнем участке. За всю проверку нижнего участка было только 2 язя. Ух ты, а это что за фигня? Продольник сверху. Весело. Это что может быть? Это может быть только налим. Вот он, язь. А, окунь. Опять же окунь. Он такой здоровяк и уже подох. Опять подох. Вон какой хороший окушок. Это то, что все-таки надо каждый день проверять. И хорошо еще хариуса не было. Хариус тоже любит до желудка заглатывать. И все. Так. А там что-то походу есть, друзья. Там походу налим. И он не маленький. И он не маленький, друзья, не маленький. Вот он и поднял. Вот он. Вот он. Вот кто поднял наш продольник. Вот Енцикадан. А я обрадовал, малыш. А Енцикадан. Будет у нас уха, будет. Долго ты меня ждал. 2 дня ждал. 2 дня ждал, Енцикадан. Вот зимой... Ай-яй-яй-яй. Силен, братан, силен. Вот такой вот толстячок. Пузатер. Вот такой вот. Вот такой вот налимяка, друзья. Килограмм она. Но этот поменьше, чем который на 9 мая попал. Ну, 2,5 где-то. Может быть, около 3. Я то и думаю, поднимаю, куда леска сверху. А ну, оказывается, он поднял. Ну, Енцикадан. Это очень хорошо. Аж настроение поднялось напоследок. Круто, друзья. Енцикадан. Так, ну что, друзья, закончили мы нашу проверку. Верхний участок дал нам, ну, грубо говоря, 1/3 ведра рыбы. На нижнем участке был язь, потом 2. И вот везде пусто. Я уже собирался было переносить продольники на верхний участок, но теперь я уже не знаю. Вот. Вот такой вот налимяка порадовал нас. Хороший налим. Вообще круто. Вообще балдею от налима, блин, когда он такая тяжесть на продольнике. Это здорово. Зимой я ловил 6,5, 6, 4,5. Там как-то проще. А на летние продольники самый большой у меня был где-то 4 с копейками. Те вообще монстры, потому что леска длинная, они гуляют. Ну, адреналинчик вот. Даже сейчас сами видели, он даже не дергался. Думаю, что тяжело идет. Только потом уже он с самого дна начал идти. И мы его взяли благодаря сачку. Без сачка таких налимов на весенние продольники навряд ли возьмешь. Все, закончили продольник, наживляем, насаживаем, отпускаем и мчимся к Роману. Роман, наверное, уже отдыхает. Надо что-то перекусить и хотя бы часика 2-3 перед вечерней зорькой немножко поспать. Потому что сегодня мы вообще не спали, устал, хочу спать. Все ерунда. Главное, вот такое вот настроение. Все, друзья, всем пока. До следующей проверки. А скоро мы увидимся уже на вечерней зорьке на охоте. Весновка продолжается.